Ребята, всем привет. В общем-то, сегодня у меня вторая машина. Это уже в Воксе у нас. Такая же, как и вчера была, только в Воксе, не ног. В общем, не знаю. Она у нас приехала по батарейкой, с ошибкой по батарее. Тоже P080 будем смотреть, что с батареей. Вот, по тачстриму там тоже показывают там пару элементов, но на самом деле все может быть намного хуже, когда мы на диагностику поставим. Ну и в принципе, как бы вот такая машина. За своей машиной хотя бы следить надо, потому что это же гибрид. И вся эта грязь, вся пыль, она залетает в батарейку. Вот это самый важный фактор, который я хотел сказать. Почему надо убираться. Вот. И из-за этого все проблемы у нас в гибридных автомобилях от грязи. От того, что в салоне не убирают. Вот вчера приезжал ко мне Нох, он вообще прям молодцы хозяева. Грязи в нем очень мало. Я пропылесосил немножко и все. А здесь вот я понимаю, что надо будет сейчас очень жестко пылесосить. Тут сейчас надо будет все это снимать и все это дело пылесосить. Грязи очень много будет. Вот такие дела. Ну а так что, сейчас вытащу батареечку и поставлю на диагностику. Ребята, вот такой вот беспредел здесь. Снял сидушки и смотрю, тут столько мусора, просто пиздос. Чей туфля? Мое. Спасибо. Это прикол, конечно. Но я думаю, что эта батарейка в перегрев уходила. У нее забита вся сеточка. Вот, ее даже можно посмотреть. Вот. Сетка не чистилась, батарейка никогда не обслуживалась. Вот это вот шерсть. Вот так вот и все здесь. Вообще жесть какая-то. Просто надо, короче, владельцу этого автомобиля сказать, чтобы ухаживал за машиной. Походу он этого не знает. Это вообще жесть какая-то. Ну, тут воздуховоды все забиты. Я думаю, что это батарейки, ничего хорошего от нее нечего ждать. Даже не снимая батарейку, я сейчас на стенд еще даже не ставлю. Я говорю, что что-то тут не очень все хорошо. Будем снимать, смотреть. Да, это самый грязный воксик, который я делал. Такого у меня еще не было никогда. Ребята, вытащил батареечку. Что хочу сказать, в нее походу никто ни разу не лазил. Не видно такого, чтобы что-то было. Даже клипсы, которые были, они все были целехонькие. То есть батарейка походу с завода стояла, но она стояла в таких условиях, что просто жесть. Пыли она накачалась вообще довольно-таки много по-любому. Сейчас посмотрим, что с контактами. Ну, контакты примерно в таком же состоянии, как вчера был у нас Мох. Не сильно-то они были грязные. Так, местами просто темнота, но это нифига такого страшного. Пятно контакта хорошее у них у всех.
Просто грязи много. И все, сейчас будем ее подключать к оборудованию, проверять диагностику. Да, и расположение датчиков тоже говорит о том, что в батарейку не лазили. Вот они стоят по краям, по заводу. Здесь один и посередине. Если мастер лезет сюда, любой, Владивостокский или наши, они все переставляют. Знают, что датчики надо переставлять больше, ближе к серединке, чтобы оно быстрее. В общем, батарейка не разбиралась ни разу. В общем, ребята, вот такая батареечка получилась. Диагностику прошли приборы. Вот, все, показания все переписал. В общем, вот такая вот батарейка. 71%, 66, 57, 57, 57, 49, 49, 48. Вот это еще как-то будет между собой работать. Более-менее. Дальше пошли. 18%. Сразу крест. 35 в этой пачке не будет работать. 33, 29, 33, тридцатник. 18, 18, 17. 22, 32 не будут работать с мощными. Вот эти тоже. Вот это, вот это, вот это. Вот эти еще как-то между собой тоже будут работать. Эти будут работать вот с этими вот примерно. Они будут работать. Вся серединка просевшая. Очень сильно просевшая. В общем, что у нас получилось? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 элементов между собой работать не будут. То есть 15 элементов надо в эту пачку вогнать. Хотя бы по процентности нужна. Ну, если подремонтировать эту батарейку просто тупо, то процентов 50 в нее поставить можно. Полтиннички. И тогда будет работать. И по цене будет как бы подешевле. Вот. Ну а так вообще эту батарейка, это по идее хлам. Она нуждается в замене на контрактную 90% батарейку. И тогда будет все замечательно. Вот. Ну, сейчас будем считать два варианта. Один вариант будет просто подремонтировать батарейку, а второй вариант замена на контрактный с выкупом вот этих более живых элементов. Но тут выкупить можно только вот эти. Вот, грубо говоря, вот эти три можно еще выкупить. Они более-менее нормальные. Вот это 80-ку можно забрать, 60-ки можно забрать, полтинник. Можно забрать, конечно, полтинник, он иногда пригождается. Ну а так, 40-ки от 40 уже все. Она уже никуда не котируется. Хозяйка решила по первому варианту пойти. Отремонтировать эту батарейку полтинниками. Полтинники у меня есть. Вот они на полке лежат. Сейчас будем отсюда изымать вот эти все элементы и подбирать полтинниковые по процентности. Балансировать эту батарейку и ставить на машину. Подкинул я полтинниковые элементы. Поменял вместо этих 19-шек, 18-шек и всех остальных 40-ок. Вот уже полтиннички. Ну сейчас я их еще подпишу нормально, потом будет нормально. Тут надо все стереть заново по-красивому, расписать. Вот. В общем, сейчас что делаем? Заливаем в нее, так как они отдыхали на полке, надо их взбодрить сейчас. Идет процесс зарядки батареи. Ну вот, сделал батареечку. Просаживаем до 14 вольтов. Разбег вообще минимальный. Должен быть минимальный. Сейчас посмотрим, вылетит ли хоть один элемент или нет. Сейчас всю батареечку сбалансировал. Просаживаем до 14 вольтов, как делает это примерно машина. Вон разбег на 0,10 упал вообще. Минимальная пара вот. Здесь где-то. Вот они все бегают. Бегают, потому что чем чаще они бегают, тем она равномернее, эта батарейка сделана. Это хорошо, что бегают вот так минимальные, максимальные пары. По всем элементам носятся. Это значит, они примерно одинаково ровно. Отдают ровно. Это здорово вообще. Вот 0,9 разница, 0,10 всего. Где минимально? Вот тут сейчас, вот тут сейчас. Все. Чик. Чик.
все. Ну, в принципе, что и следовалось доказать. Батарейка просто идеальная получилась. Графики все ровненькие. Нету такого. Вообще классно, короче, получилась батарейка. Разбег 0,8 всего. Вот такие, ребята, дела. Такая вот получилась батарейка у меня на Воксе. Она у нас 50% получилась. 50% плюс чуть-чуть. 56, 57, вот так вот. Но она вся ровная, она будет теперь без ошибочки кататься. Ставьте лайк. Да. Сейчас буду собирать батарейку и устанавливать на машину. Батареечка твоя никогда не разбиралась. Вот такие окислы здесь присутствуют. Это все надо будет убирать. Так что обслужить ее по-любому надо было. Здесь тоже кулер весь грязный. Вон, смотри, сколько грязи, бахромы. Батарейка никогда не разбиралась, так как датчики стоят на своих местах. Я их переставлю чуть к середине, чтобы она быстрее набирала температуру считывала, чтобы быстрее кулер включался. Вот, как-то так. А дальше будем сейчас смотреть, разбирать. И будем проверять ее поэлементно. Полными вагонами, золотыми вагонами с юга дуют молодые ветры, разрывая в клочья облака. Не забыли, шлют издалека с дома мама, и не последняя любовь. А по небу бегут, видишь чьи-то следы. Это может быть ты, это может быть я, это может быть
вот так, ребята. Сделал я сегодня вот такого вот воксика. Вот. В общем, что, воксик работает, все нормально. Теперь у него батареечка 50% плюсом. И все элементы ровненькие. То есть убрал оттуда во все 19-й, 20-ки, короче. Машинка будет бегать. Вот. В салоне тоже прибрался. Уже почище намного стало. Пыли намного меньше. Но тут все равно уборка нужна, влажная. Ну, в батарейку уже главное, пыль не полетит, и уже хорошо. Самое главное, батарейка чтобы жила. Вот. Остальное мелочи жизни. Вот такой вот был у меня сегодня воксик на ремонте. Это у нас был ремонт батареи просто. Вот. Пить, в Питере пить, в Питере пить, в Питере пить, в Питере пить, лицо при всем при внешнем похуизме, а сердцем я люблю страну свою. А эта песня в целом о туризме, и для туристов я ее пою. В Ростове шикарные плюхи размером с большую печать. В Москве охуительно нюхать, в Челябинске лучше торчать.